Здравствуйте! В эфире «Время региональных вестей». В этот воскресный вечер мы расскажем о самых значимых событиях прошедшей недели. В студии Лариса Шамаева. Глава Чеченской Республики передал первые 100 единиц джихад-машин чеченского производства для нужд специальной военной операции. Техника будет распределена общероссийским общественным движением «Народный фронт за Россию». Рамзан Кадыров отметил, что при разработке машин учитывались требования и пожелания бойцов на передовой. Как прошла презентация в сюжете Амины Тупелаговой. Не так много времени прошло с того момента, когда главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову презентовали первые экспериментальные образцы джихад-машины, а сегодня на площадке их уже 100 единиц. Джихад-машина может быть оснащена автоматом, пулеметом или гранатометом. Разработана она для решения штурмовых задач и разведывательных функций. Спроектирована техника на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и «Садко». Производство ведется на базе «Чечен-Авто». На торжественную передачу во главе с руководителем субъекта собрались его соратники и представители силового блока. В своей речи Рамзан Кадыров заверил, что бойцы в зоне проведения специальной военной операции точно оценят новую технику. Дорогие друзья, сегодня мы передаем первые 100 джихад-машин для нужд СВО. При их разработке мы учитывали как технические требования, так и пожелания бойцов на передовой. В самый короткий срок мы смогли наладить серийное производство джихад-машин. Для этого были задействованы производственные мощности Чечен-Авто. Неприятно, что и мои предложения на разных этапах разработки были учтены инженерами. На них можно устанавливать как пулеметное вооружение, так и оружие более крупного калибра. Эти автомобили мы передаем общественному движению «Народный фронт за Россию». Уверен, они проявят себя в зоне СВО с самой хорошей стороны. И наши бойцы по достоинству их оценят. Победа будет за нами. Ахмад Сила, Аллаху Акбар. В ходе мероприятия глава региона наградил медалью за заслуги перед Чеченской Республикой руководителя исполкома Народного фронта Михаила Кузнецова. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги, связанные с развитием отрасли автомобильной промышленности на территории Чеченской Республики, общественную деятельность, получившую широкую известность и признательность, награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Кузнецов Михаил Михайлович, руководитель исполкома Народного фронта. Почетной грамотой и благодарственными письмами от главы республики также были отмечены сотрудники, которые внесли значимый вклад в производство новой техники. Михаил Кузнецов приехал в столицу региона не с пустыми руками. Знак от Общероссийского народного фронта под красивым названием «Все для победы» нашел своего обладателя в Чеченской Республике. Ну и, наконец, самое почетное и самое приятное. Наш президент поручил Народному фронту разработать и утвердить знак «Все для победы». Это знак отличия, которым награждаются те, кто помогают фронту, помогают нашим бойцам, помогают жителям наших новых регионов, нашего приграничья. Мы все знаем, как много ваша мама, Рамзан Ахматович, Аймани Несиевна, делает, оказывая помощь, как много делает фонд имени Ахмата Хаджи Кадыровой. Поэтому, если позволите, я передал бы вам, для вашей мамы, эту награду «Все для победы». Далее гостям мероприятия провели презентацию джихад-машин. Первая машина на базе Садко, глубокая модернизация зенитной установки ЗУ-23-2. Установка получила новый оптико-электронный блок, включает в себя тепловизор, лазерный дальномер и 2 телевизионных канала, обзорный канал и прицельный канал. Также полностью электромеханическую установку. Теперь ничего мы не делаем вручную, все идет с универсального пульта. Также сейчас будет установлен еще электроспуск. И данная установка способна работать как по наземным целям, так и по низкоскоростным воздушным целям на хорошей очень дальности. Здесь мы впервые апробировали отечественную китайскую и Народный фронт нам 17 миллионов выделил, профессионировали, чтобы мы сделали вот этот опытный экземпляр. И сейчас, да, это тоже пойдет серьезно. Для прикрытия объектов, для НПЗ, для вообще то, что нужно. Самое чего не хватает действенное орудие сегодня для борьбы с беспилотником низкой частоты. Конечно. И все на автомате.
Dok plus tutun живое электроника, отказаться на механике, больше мы штат. Замечание. Сейчас да, мы ходовую усилили, Усилили, рессоры да? усилили, поставили усиленные амортизаторы и здесь и в этой машине. Это советский панцирь. Он испытание, что докладывает, да, это намного, изначально дадут дальше, изменения, Мы это на армии показали, и военные все подходили на сегодняшний день это орудие. Большинство. Универсальная платформа на базе автомобиля «Соболь». Автомобиль также высокой проходимости. По вашему поручению доработали также ходовую часть, усиленные рессоры, поставлен стабилизатор, усиленные амортизаторы. Сюда мы можем ставить как тяжелый пулемет «Корт» 12,7, «Корт», «Утес». Также можем ставить единый пулемет «Печенек». Также можем ставить АГС. То есть у нас универсальное средство. Диаметр круга сделан. Раньше 80 было, неудобно было. Сейчас сделали 120 по специальному нашему заказу сделали. И сейчас свободно можно 2 орудия ставить. Незаконные. Jo, царя, шеф, хайаш хой, Адамсон, ой, альчки подгонцан, посвяхда гуала раду, я изменения, естественно, эффективный, самое главное, боец удобный. Простой механизм удобный и Это благодаря вашей встрече с Марком. После этого все этот процесс пошел на Чечен Авто. Еще встреча лучше задание лучше обмен вашей В рамках поручения главы Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова при полной поддержке Минпромторга России на базе Чечен Авто был запущен проект «Джихад Машин». Также в этом проекте участвовала МГТУ «Бауманка», группа «ГАЗ», и вся техника у нас проходила испытания на полигоне Российского университета спецназ имени Владимира Владимировича Путина. Здесь же была отмечена высокая роль АвтоВАЗа. Глава компании Максим Соколов назвал доброй традицией свой визит, ведь он не в первый раз оказался в столице региона в день ее рождения. Роль АвтоВАЗа, потому что благодаря АвтоВАЗу, их заказу, у Чечен Авто появилась возможность и мощности развиваться дальше, и поэтому они смогли притворить это все. Мы одна команда, и как вы тогда дали нам поручение, тогда историческое тоже здесь, на этой площадке, и тоже в такой знаменательный день, день рождения Грозного, и ваш день. Это хорошей традицией стало, что на ваше каждый день рождения к нам Максим Юрьевич приезжает. Спасибо большое. Но уж позвольте, в день рождения принято дарить подарки, и несмотря на то, что мы такой впрямую военной продукции мы не делаем, хотя партнерские проекты есть. Сегодня также проходит финал чемпионата России по кольцевым гонкам. В вашей жизни было много защитных шлемов, касок, но вот это символизирует исторический гоночный шлем нашей команды. Команды ВАЗа, команды чемпионов, и вместе мы идем только вперед. Я очень рад нашему взаимодействию с многоуважаемым Саид Хусейном Султановичем. Советский Союз. Я знаю, как вы любите скорость, но это новый, это исторический. Да. Я знаю, как вы любите скорость, поэтому при необходимости она вам тоже пригодится. Спасибо. Кроме машин, на площадке был представлен комплекс радиотехнической разведки ВИЙ, дальность работы которого составляет около 50 километров. Именно его называют уничтожителем дрона ВСУ «Баба-Яги». Все нужное, необходимое. Раньше ракеты строили, сейчас маленькие такие дроны, и против дронов там строили. И дешевле, и качественно было. Да, должно быть много дешевле. Поменялась система современная. Мир показал, что эффективность израильского купола тоже не такая уж эффективная была. Да, мы недавно видели. Да. Помощник главы Чеченской Республики, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, командир легендарного спецназа «Ахмат» генерал-майор Аптел Лаудинов отметил, что усовершенствование технической базы необходимо на пути к победе над нацистами. Все, что сегодня происходит во всем мире, все те события, которые разворачиваются, это все звенья одной цепи.
Это та война, которую развязали сатанисты сегодня во всем мире. И я это всегда называю войском Антихриста, Даджаля. Мы это все знаем из священных писаний. Естественно, это звенья одной цепи, которые в конечном итоге должны привести к тому, что, как рассчитывают сатанисты, они должны одержать победу над нами. Как мы рассчитываем, мы должны уничтожить этот сатанизм и сделать так, чтобы на земле воцарилось то, что ниспослано Всевышним. Сегодня Россия в своей борьбе противостоит всему миру, твердо следуя своим убеждениям, когда есть за что бороться, как известно, и один в поле воин. Амина Тупилагова, Магомед Басаев, Бекхан Ибиев. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». В Грозном торжественно открыли жилой комплекс из 9 многоквартирных домов. В официальной церемонии принял участие глава региона и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин. Комплекс возведен в Шейх-Мансуровском районе и рассчитан на 1824 человека. Церемонию открытия смотрите в нашем следующем сюжете. Новый жилой комплекс расположился в Шейх-Мансуровском районе Грозного. В торжественной церемонии открытия микрорайона приняли участие глава региона Рамзан Кадыров и министр строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин и другие официальные лица. Всего здесь 9 многоквартирных домов, где более 700 квартир, 600 из которых переедут семьи, проживавшие в аварийном жилье, 59 из оползневых зон и 43 семьи, оставшиеся без попечителя. Вся эта социальная группа, уважаемый Рамзан Ахматович, она постоянно под вашим пристальным контролем. Благодаря вашему вниманию, вашей поддержке нам сегодня удается с перевыполнением плана и всегда досрочно завершать данное мероприятие. Благодаря чему установленный показатель 59 тысяч квадратных метров до 2004 года сегодня республика выполнила 178 тысяч квадратных метров и 11,5 тысяч жителей расселяется вместо 3,5 тысяч. Это благодаря вашей поддержке. Искренне мы вас благодарим за это. Без вашей поддержки на сегодняшний день строительная отрасль таких результатов не достигала бы. Ну, конечно же, здесь, пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить и Ирека Энваровича Файзулина, в лице весь коллектив Министерства строительства, который всегда качественно, плодотворно взаимодействует, идет нам навстречу, всегда обеспечивает необходимые условия для реализации этих мероприятий. Огромное слово благодарности. Рамзан Кадыров отметил высокие темпы строительства в регионе за сравнительно короткий период времени. Забота о каждом жителе – долг перед руководством субъекта. Я рад приветствовать всех, кто пришел сегодня на эту торжественную церемонию. Наша республика растет и развивается еще в начале 2000-х. Когда мы только начали восстанавливать регион, в год вводилось всего лишь 45 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня мы подняли темпы строительства и вводим уже миллионы квадратных метров. Строительство этого жилого комплекса – один из важных этапов федерального проекта по расселению из аварийного жилья. Особенно важно, что мы выделили квартиры для 43 семей из числа детей-сирот. Забота о сиротах, устройство их дальнейшей жизни – одна из приоритетных задач, которые стоит перед нами. Министр строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзулин поблагодарил строителей и поздравил новоселов. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые коллеги, строители, проектировщики, заказчики. Всегда волнующее событие, когда получаешь ключи от квартиры. Я хочу в первую очередь поздравить тех, которые будут жить в этом красивом, прекрасном микрорайоне. Поздравляю вас. Все это делается благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. Реализуются национальные проекты. И в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», который этим годом мы заканчиваем успешно в нашей стране, появляются такие прекрасные пространства. Все это делают люди, квалифицированные организации, строители день и ночь, в любую погоду выполняют задачи, которые необходимы, чтобы становились краше наши города, наши села. И вот много раз, бывая в прежние годы в Чечне, глаза боятся, руки делают. И делают очень красиво. Город становится Грозный все краше-краше. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям, Рамзан Ахматович, которые прозвучали и прозвучат в сегодняшний день, в этот красивый солнечный день, в адрес Чеченской Республики, в адрес города Грозного, лично в ваш адрес. Пусть все будет хорошо, красивая территория, растут дети, рождаются. И всего самого доброго. Спасибо.
Здесь же федеральный чиновник наградил главу республики за многолетний труд и заслуги в области строительства знаком «Почетный строитель России». Награждается Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. Ирек Файзулин поделился яркими впечатлениями, отметив положительные изменения в регионе. Уважаемые друзья, сейчас ехали в машине с Рамзаном Ахматовичем и вспомнили, вот в 2000-е годы я от Татарстана участвовал в восстановлении Грозного, Гудермеса, и мы встретились в институте Гипрогор, тогда в Москве, на Вернадского. И Рамзан Ахматович, я не помню, 2003 год, наверное, был, когда... Значит, в кабинете Грудинина за генеральные планы изменения, значит, восстановления городов Рамзан Ахматович там очень сильно критиковал институт Гипрогор, чтобы ускорили работу. И вот результаты, какие сегодня мы видим и в дорогах. Красота. Вчера посетил мечети в Шали, в Аргуне и в Грозном. Ну и ранее бывал. Но вот, конечно, впечатляет все это. Успехов вам всем. Спасибо. Новоселам вручили документы на новое жилье. Далее почетные гости перерезали красную ленту и осмотрели квартиры. Отдельное отопление, отдельная вода, горячая вода, холодное водоснабжение. Полностью все необходимые условия созданы. Максимально выделяем внимание. Спасибо большое. Холодная, горячая вода. Новые дома возвели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Благоустроили прилегающую территорию. Здесь построили зоны отдыха с беседками, где жители могут проводить время с семьей, и современные детские площадки. В помещениях созданы комфортные условия, выполнена внутренняя отделка, установлена сантехника, кухонные плиты. Дворж охазет дом хаздо, дейри схилен зинде вакн пачана рус маширна еларна точави итагу да саю хаз ремонтио идею площадка бер адал митки лоз дом икандартха так цадахарт чуа инжурис да саю зинде. Чеченская республика одна из первых приступила к реализации новой программы. В этом году из аварийного жилья переселили свыше 4000 человек. Мадина Кураева, Хусейн Мурдаханов, Хамзат Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской республики «Вести. Чеченская республика». Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня города, прошло во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Главным гостем праздника стал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, а также министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзулин. Для участия в торжестве приехали многочисленные гости из регионов России. В ходе мероприятия члены правительства республики были отмечены государственными наградами за заслуги перед Отечеством, добросовестный труд и многолетнюю работу. На церемонии побывала моя коллега Медина Мударова. Красная ковровая дорожка и музыка в исполнении Государственного симфонического оркестра. Так встречают гостей праздничного вечера, посвященного 206-летию Грозного. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заходит вместе с соратниками. Им сразу же продемонстрировали выставку под названием «В новом свете. Древняя архитектура Чеченской республики». Это проект мецената Юрия Брестова. Я подарил, потом я открыл производство, инвалиды работают, слабовидящие. Потом сделал телемост, дверь такую подарил. Да, помню. Да, потом лайк подарил. Да, помню, все помню. Потом, значит, проект такой с Ильшат Рамзаном нарисовал я. Парус, ресторан Грозненское море, остров плавающий. И вот здесь вот фонтаны, люди здесь садятся, официанты подвозят на электрокарах еду, заказывают по QR-коду. Вот, и смотрят на праздник. А это ко Дню Победы такой проект тоже нарисовал, где смотровая площадка, это вот здесь. Вот под смотровой площадкой. Спасибо большое. Да, пойдемте сейчас еще дальше покажу. Вот. Я открыл небольшое предприятие, построил туристическую базу в Михалое, инвестировал. Не только еще инвестор. Нужен человек. Да, стали такие дома делать. После этого мы сделали вокзал. Может, слышали? Да. Вот это производство Грозное. Белозеров показал Владимиру Владимировичу, и они хотят вот таких 400 штук заказать до 2030 года. Он автоматизированный, его можно применять и на севере, он как термос. Здесь и генераторы, и септики, и вода. То есть привозится, за 4 дня ставится, и все.
Это я привез вам Эрмитаж в 22 году. Первый раз Эрмитаж был в Грозном. Вот. А это Айшат, я меценат Эрмитажа 11 лет. Айшат шьет костюмы для моего балета. У меня балет. Спасибо вам большое за отношение, за поддержку. А это я занимаюсь подсветкой с 17 года. Да, я заочно все знаю. Вот, подсвечиваю, и собирается не только подсветка, информация вся. Это древняя архитектура. После этой выставки мы везем ее в Эрмитаж. В Эрмитаж, а потом хотели еще в Мариуполь отвезти. Вместе с фондом. Если поддержите... 100%. Поддержал же. Вот, тут разные районы. Вот, я вам такой подарок сделал. Это уникально. В мире такого больше не встретите. То есть это башни с описаниями. Это этнокод. Культ, ваша архитектура. Все. Вот. Будем иметь в виду. И я решил подсветить все башни вашей республики, чтобы это было, чтобы остаться в истории. И я хочу создать карту и на карте отметить там, где мы загораем, загорается лампочка, где подсвечивается. И мы передаем главам районов по актам, чтобы они следили. Если у меня... Теперь точно будет следить. Если у меня сделать на общественных началах советником по теме... Уже раз советник дома. У меня будет это огромная мотивация. Советник уже есть. На общественных началах, да? Нештатный. Спасибо вам большое. Вот. И с другой стороны, это потом уже, да, посмотрим? Да. Потом посмотрим. Спасибо. Спасибо. Юрий Брестов работает в республике с 2017 года, занимается освещением древних чеченских башен. На данный момент подсвечено уже более 50 объектов. С министром по туризму Муслимом Байтазеевым мы съездили на озеро Кизной Ам, и он мне показал поселение Хой, древнее поселение Хой. И мне захотелось, так как я занимаюсь профессионально и урбанистикой, и дизайном, и архитектурой, меня поразили тогда развалины древнего поселения Хой. И вот с того момента я влюбился в древнюю архитектуру Чеченской Республики и начала заниматься подсветкой. Уже подсветили более 50 объектов. Не обошлось и без подарков. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин вручил Рамзану Кадырову священный Коран. В ответ глава республики подарил гостю картину с изображением Чеченской башни. Еще раз. По-братски. Наша картина, где наши башни, исторический дом. Где-то, если будет уголок у вас, будет обязательно. Спасибо. Для участия в торжестве приехали и многочисленные гости из регионов России. Некоторые из них в городе впервые и под впечатлением от увиденного. Город очень стремительно развивается, поражают темпы и скорость строительства. Он становится все лучше, прекраснее. Он как птица Феникс, который восстал из пепла. Просто не передать словами. Настолько замечательный, прекрасный город. Наилучшие мои просто такие впечатления. И с большой радостью хотелось бы жителей Грозного, жителей Чеченской Республики видеть в гостях в нашем регионе, в Крыму, в прекрасном городе Ялта. Этот город, мне кажется, он имеет свою неповторимую душу, свою силу и свою мощь, и имеет такую определенную идею. Люди объединены. Мне кажется, люди любят свой город. С каждым, с кем пришлось пообщаться за эти дни, когда мы находимся в Грозном, это люди душевные, открытые, очень отзывчивые. Грозный город, прошедший через испытания, но возродившийся с новой силой. Он не только символ стойкости и мужества, но и пример успешного восстановления и развития. Город воинской славы, самый безопасный город страны, город с самыми счастливыми жителями. Также столица Чеченской Республики получила статус культурной столицы России 2025 года. 5 октября празднуется сразу несколько знаменательных дат. День учителя, День молодежи и, конечно же, 206-летие столицы.
столицы. Город не только восстановился после военных действий, но и активно развивается, отметил градоначальник Хасмагомед Кадыров. Сегодня мы отмечаем 206-ю годовщину со дня основания нашей столицы города, который прошел через множество испытаний и выстоял, став символом стойкости и мужества. Грозный – это сердце Чеченской Республики, город, который неустанно движется вперед, воплощая в жизнь великие мечты, заложенные нашим первым президентом Чеченской Республики, герой России Ахматом Хаджи Кадыровым. Да примет Аллах его шахаду. Сегодня под руководством нашего главы региона, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, Грозный стал не просто красивым и комфортным городом, но и центром амбициозных проектов, спортивных и культурных событий, которые привлекают внимание всего мира. Каждый день мы видим, как Грозный преображается. Современные объекты, инфраструктуры, масштабные проекты, которые меняют облик нашего города, и с каждым годом масштаб и размах проектов, реализуемых в нашей столице, становится все больше. Одним из них новый район, названный в честь выдающегося политического деятеля современности, президента России Владимира Владимировича Путина. Этот район станет не просто частью столицы. Особую роль в этом процессе играет президент регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевна. Ее забота о людях, ее неустанное стремление сделать все для их благополучия является залогом успешной реализации множества проектов, направленных на улучшение жизни каждого жителя города. О наших победах и достижениях можно говорить долго, но мы всегда будем помнить, что это все стало возможным благодаря первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмату Хаджи Кадырову. Да примет Аллах его шахаду. Он сохранил за Грозным статус столицы и заложил прочный фундамент для возрождения региона. И сегодня мы живем его делами, его добрыми начинаниями. Мы идем по той дороге, которую он в самый трудный период определил для нашего народа. Следуя его пути, мы всегда будем трудиться во имя процветания своей Родины. Мы не сомневаемся, что при поддержке главы республики, героя России Рамзана Ахматовича, Грозный будет и дальше процветать. Мы для этого приложим все усилия. Ахмад сила, Аллаху Акбар. Рамзан Кадыров в первую очередь отметил, что президент страны Владимир Путин оказывает огромную поддержку в развитии региона. У меня приятная миссия. Я сегодня разговаривал с президентом нашей великой страны, великим человеком Владимиром Владимировичем Путиным. И он мне дал поручение, чтобы я поздравил всех наших именинников Днем молодежи, Днем учителя, Днем, конечно, города Грозного. Я передаю слова президента. Президент всегда сам наблюдает, сам помогает, строит, развивает. И благодаря нашему президенту Владимиру Путину, Ахмату Хаджи Кадырову, сегодня процветание и развитие у нас республики. Действительно, если сказать, были трудные времена. В 2003 году, 5 октября, Ахмат Хаджи Кадыров был избран президентом. Это очень важное событие, которое положило начало всем позитивным изменениям в Чеченской Республике. Ахмат Хаджи твердо считал, что столицу нельзя переносить в другой город или на новое место. С каждым днем мы убеждаемся в правильности всех его решений. По воле Всевышнего, благодаря искренним намерениям Ахмат Хаджи Кадырова, благодаря поддержке нашего президента Владимира Путина и трудолюбию до чеченского народа, мы живем в самом прекрасном и безопасном городе. К нам приезжают гости и туристы из разных уголков мира. Грозный развивается быстрыми темпами, растет экономически. Каждый год мы вводим миллионы квадратных метров жилья, строим новые районы, парки, проспекты. С нуля возводится микрорайон имени Владимира Владимировича Путина. Наш президент Владимир Владимирович Путин отмечал, что Грозный напомнил Сталинград поле битвы, а сегодня это процветающий город, который гордится вся Россия. Грозный удостоен звания города воинской славы. Мы вернулись в столицу утерянные награды, ордена Ленина, Октябрьской революции, дружбы трудового Красного Знамени. Считаю это общей победой команды, и мне приятно, что мы вместе сегодня отмечаем День нашего любимого города. Я поздравляю не только грозненцев, но и всех жителей нашей республики. Желаю мира,
процветания, успехов. Аллаху Акбар, Ахмад, сила, дат и обед и вельдон. Отдельную благодарность за визит Рамзан Кадыров выразил и Иреку Файзуллину. На протяжении многих лет он оказывает огромную поддержку региону. С нами сегодня на мероприятии участвует Ирек Анварович. Я хочу поблагодарить его за то, что он приехал в республику, за то, что он помогает республике. Сегодня мы открыли многоэтажные дома там, и дальше я уверен, что будем вместе строить нашу республику и нашу великую страну. Мы чувствуем, что сегодня нам трудно, это не трудно. Мы чувствуем, что мы сегодня победители, потому что мы уничтожаем сатанизм, мы наводим на мировом уровне порядок, и мы сегодня доказываем, что есть Всевышний, есть его посланники, и есть жизнь, которую нам способствовал Всевышний, который мы должны жить по этим канонам. Поэтому и сегодняшние шайтаны, которые хотят через Украину развалить суверенное государство, этого у них никогда не получится. Мы все едины, мы все вместе, и поэтому мы победим. Аллаху Акбар. В ходе мероприятия указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградили орденом за заслуги перед Отечеством 3-й степени председателя правительства региона Магомеда Даудова. Даудов Магомед Хожахмедович, председатель правительства Чеченской Республики. За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоили первому помощнику главы региона Абубакару Тумхаджиеву. Тумхаджиеву Абубакару Бухаруевичу, первому помощнику главы Чеченской Республики. За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу орденами почета и дружбы наградили ряд сотрудников. Награждается орденом почета Саидов Заурбек Асламбекович, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Высшее образование» Чеченский государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова. Орденом дружбы награждается Умаров Джамбулат Вахидович, президент Государственного казенного научного учреждения Академия наук Чеченской Республики. Орденом дружбы награждается Байханов Умар Баудинович, председатель избирательной комиссии Чеченской Республики. Указом главы региона медалью за заслуги перед Чеченской Республикой был удостоен Ирек Файзуллин. Награждается медалью за заслуги перед Чеченской Республикой Файзуллин Ирек Энварович, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Грозный город с богатой историей уже в советское время был удостоен множества наград. Он пережил нелегкие испытания, но за последние годы преобразился и стал краше. В этом заслуга всех неравнодушных жителей. И в первую очередь Рамзана Кадырова, отметил Ирек Файзуллин. Уважаемый Рамзан Ахматович, уважаемые друзья, сегодня в этот красивый солнечный день мы празднуем День города, День учителя, День молодежи. И, конечно, надо отметить, Грозный и в советское время был удостоен очень многих наград. В 1988 году в Советском Союзе Грозный был признан самым благоустроенным городом СССР в части архитектуры, и очень зеленый был город. Вы знаете, прошло много времени, прошли испытания тяжелые, но сегодня город стал гораздо краше, чем он и был в прежнее время. А это сделали все люди, которые и присутствуют здесь. Это сделали строители, это сделали проектировщики, это сделали специалисты. Но самое главное, именно воля, та, которая есть и формирует именно отношение к тем преобразованиям в нашей большой стране. Это по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты, которые во всех регионах нашей большой страны и, конечно, в Чеченской Республике мы видим очень серьезные результаты. И хочу, уважаемые друзья, пожелать дальнейших успехов в развитии всех городов и столицы Чеченской Республики Грозного. Мира, добра, хорошего настроения.
Всего самого доброго вам всем. Спасибо. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России за профессионализм, трудолюбие и верность профессии почетным знаком ведомства наградили Магомеда Даудова. За профессионализм, трудолюбие и верность профессии награждается Даудов Магомед Хожахмедович, председатель правительства Чеченской Республики. За высокие производственные достижения и плодотворный труд благодарность от министерства передали мэру Грозного Хасмагомеду Кадырову. Объявляется благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Кадырову Хасмагомеду Шахмамедовичу, мэру города Грозного. Приветственным словом выступил и помощник главы региона, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа Ахмат Абтиалаудинов. Он напомнил о нелегких временах, которые пришлось пережить чеченскому народу. Старт того, что произошло в нашей республике с нашим народом, заложили те люди, которые начали играть на нотах национализма. На этих нотах они пришли к власти. Потом на этих нотах они играли на струнах нашего народа. В конечном итоге тот народ, который им поверил, оказался заложником ситуации. И наша республика, и народ чеченский, они начали утопать в крови и бедствиях. Нам Всевышний не спаслал первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Этот великий человек, великий сын нашего народа, сумел сделать так, чтобы его услышали. Через него услышали чеченский народ. Владимир Владимирович Путин, наш верховный главнокомандующий, сделал очень правильные акценты в наведении порядка в нашей республике. Он доверился нашему народу, потому что во главе нашего народа встал именно Ахмат Хаджи Кадыров. Вторая часть мероприятия прошла под названием «Исторический этюд». На экране демонстрировали ролики о истории становления Грозного. Выступили и звезды чеченской эстрады. К событию творческие коллективы готовились тщательно. Практически весь репертуар концерта новый. Эти мотивы откликаются в сердце каждого, кто сидит в зале. Ведь они посвящены любимому городу, столице Чеченской Республики Грозному. Живая музыка, оркестр и войнахские танцы. Вечер удался на славу. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Мовсар Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Грозный отметил свое 206-летие. В честь этого в Чеченской Республике прошли праздничные гуляния, концерты и прочие торжественные мероприятия. Традиционное открытие Дня города прошло возле стелы город воинской славы. О том, как прошло торжественное мероприятие, смотрите в сюжете Зарины Халиковой. На торжественное мероприятие в честь Дня города собрались и жители, и гости Чеченской Республики. Открыть столь важное событие прибыл мэр Грозного, исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров и другие официальные лица. Выступая перед собравшимися, Хасмагомед Кадыров отметил, что Грозный стал свидетелем времен триумфа и скорби. Мы собрались, чтобы почтить наше прошлое, отпраздновать настоящее и представить яркое будущее. Это стало свидетельство славной истории Грозного, которая напоминает нам о мужестве, устойчивости и силе воли тех, кто ушел до нас. Грозный, наш любимый город, стал свидетелем времен триумфа и скорби. Он стоял как маяк мужества и силы. Город, построенный на основе доблести и единства. Мы помним жертву наших предков. Грозный – это город, где всегда поднимался выше невзгод и всегда находил силы встать, несмотря ни на что. Градоначальник также напомнил о вкладе первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова в процветание Грозного. Сегодня здесь мы вспоминаем героизм и доблесть первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, да примет Аллах его шахаду, чья вера и торжество справедливости стало залогом наших сегодняшних побед. Именно он положил основу для процветания нашей родной республики. Его путь продолжает глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров, который в рекордно короткие сроки превратил Грозный из разрушенного до основания города в центр мира, туризма и крепкой многонациональной дружбы, которая сегодня является примером для всей страны. Я прежде всего поздравляю с этим праздником главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, а также каждого жителя нашей столицы.
Уверен, Грозный сохранит и приумножит свою славу и одержит еще немало побед. С праздником! После выступления участники торжественного мероприятия подняли флаг города воинской славы. Тем самым день празднования 206-летия Грозного был официально открыт. В завершении торжественной части гости возложили цветы к памятной стеле. Далее гости посетили национальные подворья, которые в этот день открылись на центральной площади Грозного. Мэр вместе с гостями смогли прочувствовать национальный колорит народов, населяющих Чеченскую Республику, а также познакомиться с их культурой. Основные гуляния проходят на площади, главной площади города Грозного. Здесь выстроены подворья. От каждого района Чеченской Республики представлена национальная кухня, конечно же, изделия наших мастеров. Большое количество туристов, гостей. Это место уже стало одним из любимых в этот день города. А гостям и жителям действительно есть на что посмотреть. Каждое подворье постаралось на славу. Здесь и национальная музыка, и танцы, и мастер-классы от мастеров различных видов искусств. Ну и, конечно же, богатая и вкусная национальная кухня. Каждое из подворьев демонстрирует настоящее кавказское гостеприимство. Расскажите, пожалуйста, что здесь представлено, какие национальные блюда? Окавай, ногчи, да, наша чеченская еда, сушеное мясо, холодец, ахар-межик, язык, печень, плов, все наше чеченское, чепелгш, манты, тыква, халва. Какими ощущениями вы все это готовили? Всю ночь трудилась, чтобы гостям все понравилось. Кавказское гостеприимство, душевные песни, колоритные танцы – все это не оставило равнодушным никого, кто сегодня посетил национальные подворья. Как итог, многочисленные теплые отзывы о Чеченской Республике и яркие пожелания в адрес столицы региона. Это новая территория развития, это новые перспективные проекты. Это регион, который всегда был донорским, а не дотационным. Это научный регион, высокоинтеллектуальный. И на вас смотрит вся страна. Завидует вам, чеченцам, народу, потому что у вас такой замечательный глава. Соблюдая народные обычаи и включая современность в вашу жизнь, это такой симбиоз плодотворный, это такие успешные проекты, которыми завидуют, я же уже хочу повториться, что вся страна завидует. Хотим поздравить Грозный. 206 лет этому грозному городу, но он не грозный. Он теплый, уютный, красивый. И если есть место у нас в России, где поехать отдохнуть за рубли, по-царски, по-королевски, уютно, вкусно, роскошно, недорого, то это столица Чеченской Республики и, конечно, Предгорье. Я от всей души благодарю жителей Грозного, руководство республики за такой высокий прием, за то внимание, которое нам здесь оказано. Честно, мы очень впечатлены, наша делегация очень впечатлена приемом, развитием города, развитием республики. То, что мы здесь сегодня и вчера увидели, еще, надеюсь, увидим, это, знаете, так очень впечатляет, очень поражает. И, конечно же, хочется пожелать жителям республики, жителям города дальнейшего процветания, дальнейшего мира, который мы сегодня здесь ощущаем, полное спокойствие, знаете, полную безопасность. Это очень важно. Конечно, знаете, разные такие были мысли, да, разные мысли. И думаешь, как, что, безопасно ли, когда ехать. Абсолютная безопасность, абсолютный комфорт. Поэтому большие молодцы. С праздником поздравляю вас, поздравляю главу республики Рамзана Ахматовича Кадырова с днем рождения. Поздравляю все педагогическое сообщество с Днем Учителя и с Днем Молодежи. Сегодня в очень хорошем настроении встречаем День города Грозного вместе с руководством района, вместе с жителями общаемся. Очень гостеприимные люди, очень гостеприимная в целом обстановка, дружелюбная и, конечно, очень рады здесь быть. Жителям Грозного желаю любить свою родину, воспитывать правильно своих детей и набираться сил, работать на благо Чеченской Республики и на благо Российской Федерации. Ну и, конечно, мы сегодня посетили здесь вот эту прекрасную ярмарку. Очень дружелюбные люди, много здесь такой вот именно культурного представлено, культурные ценности удалось прочувствовать. Конечно, изюминка большая этого праздника – это выставка трофейной техники противника.
И глядя на это, на все, мы понимаем, что мы обязательно победим. И здесь, конечно, большой вклад спецподразделений Чеченской Республики в победу. Поэтому мы все вместе сегодня, мы поддержим и поздравляем жителей Грозного и весь чеченский народ с праздником. Грозный давно известен как одна из жемчужин Северного Кавказа, который поражает гостей своей красотой, уникальной историей и величием. Каждый, кто хоть раз приезжал сюда, обязательно мечтает вернуться обратно. 206 лет для города – очень юный возраст. И каждый верит, что впереди у Грозного будут лишь яркие и положительные события. Свое 206-летие Грозный отмечает с особым размахом. Данные подворья будут функционировать целый день, ну а вечером горожан и, конечно же, гостей столицы Чеченской Республики ждет праздничный концерт. Зарина Халикова, Лёма Мандиев. Вести, Чеченская Республика. Последние годы на территории региона активными темпами развивается альтернативная энергетика. Этому свидетельствует открытие солнечной станции в Ачхой-Мартановском районе. Это второй крупный объект солнечной генерации в республике мощностью в 10 мегаватт. Подробности с места открытия в репортаже Малетины Гусевской. В Ачхой-Мартановском районе ввели в эксплуатацию первую в России солнечную электростанцию, оснащенную трекерной системой слежения за Солнцем. Ее построили в самые короткие сроки, за 1 год. На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя правительства, министр экономического и территориального развития Чеченской Республики Рустам Шаптукаев и глава администрации Ачхой-Мартановского района Ибрагим Бурсагов. Сегодня мы видим тенденцию в мире, которая показывает нам, что дальше мы будем видеть развитие именно на основе возобновляемых источников энергии, тем более, что они спасают сегодня нашу экологию. Непосредственно сегодняшний наш с вами проект позволит сократить вредные выбросы в атмосферу и выдавать генерацию электрической мощности в сеть. Это тоже для нас большой плюс, так как сегодня очень много проектов реализуется на территории Чеченской Республики и есть большая необходимость развития электросетевого хозяйства. Перерезав красную ленту, гости дали старт работе солнечной электростанции и узнали о тонкостях работы системы электроснабжения. Ячейки, они изначально берутся из кремния. У нас на Земле кремния очень много. Он достается, там химически перерабатывается и получается уже кремний именно электрического качества. Трекерная система слежения за движением Солнца, то есть передвижение солнечных модулей, позволит станции мощностью 9,2 мегаватт увеличить выработку электроэнергии на 25% по сравнению со статическим способом расположения. Инвестором проекта стала группа компаний Hevel. Объем инвестиций в проект составил более 1 миллиарда рублей. Стоит отметить, все компоненты станции российского производства. Современные отечественные технологии позволяют вырабатывать электроэнергию в условиях экстремальных температур от минус 40 до плюс 85 градусов по Цельсию. Здесь в Ачхой-Мартановском районе построена самая крупная и первая в России станция на трекерах. Эти системы специально были разработаны для слежения солнечными модулями за Солнцем. Таким образом, станция будет вырабатывать больше электроэнергии за счет этого, благодаря тому, что в Чеченской Республике очень хорошая инсоляция, очень много солнечного излучения. Здесь как раз использована российская технология, которая даже если, например, там рассеянный свет, там пасмурная погода, там дождь, она все равно продолжает работать, вырабатывать чуть меньше, но больше, чем другие технологии. Солнечная электростанция расположена недалеко от села Самашки на площади 18 гектаров. Это почти как 25 футбольных полей. На территории разместили почти 30 тысяч солнечных модулей в 128 рядов. Солнечные модули вырабатывают постоянный ток, однако для нашего бытового применения необходим ток переменный. Поэтому на станции установлены 32 вот таких инвертора мощностью 250 киловатт каждый, который преобразует постоянный ток в переменный. Почти вся система станции автоматизирована. Модули управляются через Wi-Fi. В случае сильного ветра они автоматически передвигаются в горизонтальное положение. Следят за стабильным функционированием систем и щита управления. Мы находимся сейчас в центральном пункте управления. Со схемы Аскада мы можем отслеживать параметры оборудования, такое как напряжение, величина
генерации самого оборудования, самой солнечной электростанции. Также мы можем видеть здесь любые аварии, которые происходят, то есть информация также выводится на скану. Ну вот каким-то образом вот в данном случае у нас видна активная электроэнергия, которую мы вырабатываем. Это уже трансформаторная подстанция, здесь уже у нас поле генерации и инверторы, то есть от которых мы получаем переменное напряжение. Под землей на территории проложили свыше 90 километров кабельных линий. Через них ток распределяется на трансформаторную подстанцию, а затем и в общую систему электроснабжения по всей стране. Ачхой-Мартановская солнечная электростанция обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 4500 тонн. Валентина Гусевская, Сайдали Ампукаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В завершение Дня города Грозного в Доме торжеств Ирседе прошел торжественный прием мэров, губернаторов и глав муниципальных образований со всей России и дружественных государств. В ходе вечера состоялось подписание соглашений с городами Сухуми и Минск о побратимстве и развитии сотрудничества. Гости поздравили мэра Грозного и его жителей. Вечер завершился ярким огненным шоу и праздничным салютом. Вот мы были последний раз 1,5 года назад. На глазах город развивается. Прям радостно смотреть. И мы действительно от души хотим вас поздравить. И чтобы этот темп никогда не останавливался. Чтобы вы развивались и сеяли добро, как делаете. Вот сегодня мы и так, в принципе, братья по Кавказу, да, и всегда в сложные времена приходили друг другу на помощь. Вот. Но сегодня мы сделали этот шаг для того, чтобы развиваться дальше, находить новые горизонты взаимодействия. Это культура, спорт, образование, экономика и так далее. Я уверен, что это даст лучший и более такой насыщенный импульс дальнейшему сотрудничеству. Поэтому мы с главой города пришли к такому выводу, что пора нам вот такой документ подписать о побратимских отношениях между нашими городами, между столицей Абхазии, городом Сухум и Грозным, столицей Чеченской Республики. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.